Как можно было довести население до такого состояния, чтобы они боялись вернуться в страну? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Двум бывшим преподавателям Худжанского госуниверситета, проживающим в настоящее время в одной из европейских стран, по их словам, грозит арест и экстрадиция на родину. Власти Таджикистана обвиняют Джамшеда Канаатова и Бахтиера Алимова в причастности к запрещенной организации «Братья-мусульмане». Джамшед Канаатов и Бахтиер Алимов – бывшие преподаватели кафедры восточных языков Худжанского государственного университета имени академика Бабаджона Гафурова. В 2019 году подали прошение о предоставлении убежища в одной из европейских стран. Они утверждают, что были вынуждены покинуть Таджикистан из-за преследований со стороны властей. Джамшед Канаатов в конце 2019 года уехал в Россию и вскоре после этого узнал, что на родине его объявили в розыск. Мне стало известно, что против меня возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана 187 и 307. Насколько я понял, меня обвиняют в членстве в организации «Братья-мусульмане», говорит бывший преподаватель. Джамшед Канаатов в 2007-2010 годах учился в магистратуре Международного университета в городе Хартум, столице Судана. События последних 20 лет показывают, что таджикские студенты зарубежных исламских вузов как кость в горле властей. Думаю, что моя учеба в Хартуме – другая причина, по которой меня объявили в розыск, добавил он. Бахтиер Алимов с 2004 года работал преподавателем кафедры восточных языков. Он так же, как и Джамшед Канаатов, в 2019 году покинул Таджикистан и через несколько месяцев узнал, что против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 «Участие в преступном сообществе или преступной организации» Уголовного кодекса Таджикистана. Он также считает, что обвинение связано с его участием в деятельности местной ячейки братьев-мусульман. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Таджикистана официально объявила меня в розыск. По неофициальным каналам я выяснил, что меня разыскивают и в России. Сейчас мне угрожает арест и экстрадиция в Таджикистан, добавил Бахтиер Алимов. Источник прокуратуры Сагдийской области в беседе на условиях анонимности заявил, что преступная деятельность двух бывших преподавателей доказана, и они находятся под уголовным преследованием. Если они хотят отмены или пересмотра выдвинутых против них обвинений, то должны написать заявление в прокуратуру, добавил источник. В Генпрокуратуре Таджикистана в ответ на просьбу прокомментировать дело потребовали письменный запрос. Письмо было отправлено, но ответа нет. В Таджикистане задержание граждан по подозрению причастности к братьям-мусульманам начались в январе 2020 года. Спустя некоторое время генеральный прокурор Таджикистана Исуф Рахмон сообщил, что в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении сторонников братьев-мусульман, на скамье подсудимых находится 132 человека. Среди задержанных, по его словам, представители разных профессий, преподаватели вузов, студенты, предприниматели, госслужащие. Генпрокуратура тогда сообщила также, что в международный розыск объявлены 72 последователя братьев-мусульман из числа граждан Таджикистана. В 2006 году решением Верховного суда Таджикистана братья-мусульмане были внесены в список запрещенных организаций в стране. Сама организация «Братья-мусульмане» была создана в 1928 году в Египте, и позже некоторые ее лидеры пришли к власти в этой ближневосточной стране. При этом некоторые другие государства того же региона эту организацию на своей территории запретили. Сулаймон Давлатзада, глава Комитета религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, считает, что братья-мусульмане не организация, а политическое движение. У братьев-мусульман нет никаких особых примет, чтобы их узнавали, встретив на улице, отметил он на одной из пресс-конференций в Душанбе. Фаридун Хадизада, эксперт по религиозным вопросам в Таджикистане, убежден, что угроз от братьев-мусульман не меньше, чем от группировки «Исламское государство». На сегодняшний день в список запрещенных в Таджикистане входят 18 организаций и движений, признанных властями террористическими и экстремистскими. В ряде организаций считают решение о включении в черный список необоснованным и политически мотивированным. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли виновны эти люди и стоит их преследовать? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.